Знаю точно, что со складов уголь и грузился, и грузится, и вывозится за Саян. В прошлом году это был просто факт подтвержденный. Мы сейчас говорим как. Если есть какие-то факты у вас в службе безопасности, да, что вы знаете, что-то на каком-то складе происходит, то есть мы же говорили, давайте совместную работу наладим, вы нас информируете. Тувинская горнорудная компания. Именно здесь добывается уголь для населения республики. Посредником между промышленниками и обычными гражданами выступают угольные склады. Для них отпускная цена за тонну до этой осени была 2220 рублей. Но представители угольной промышленности не стали продлевать договорные отношения со складами, что вызвало подорожание черного топлива. На переговорах, прошедших в актовом зале Дома профсоюзов, директор ТГРК Валерий Куликов свое решение обосновывает так. Приобретение угля было по 2 985 только в том случае, когда угольный склад, так называемый, являясь индивидуальным предпринимателем. Да, мы действительно заключили поначалу соглашение, договора по 2 220, но когда все это дело начиналось, разговор шел, что угольные склады, почему их так много, более 30 штук, чтобы полностью все население республики обеспечить углем через склады. И идея была, чтобы люди не мучились, не ездили на разрез, не стояли в очередях, не мучились, не заезжали в забой, не тратили время, деньги, резину, машину, а просто заехали в город, купили там. А разрез работал только для складов. Вот это была идея, и мы на нее пошли. Но когда получилось так, что население все равно обязано к нам заезжать, а угольные склады не получили статус, так скажем, коротко ТСЖ, мы все прекрасно стали понимать, что предприятие работает открыто, никогда не нарушает законодательство, а тут мы нарушаем налоговое законодательство. И это для нас серьезный вопрос. Отсюда у нас и начались вопросы друг к другу. Почему? Шли к одной идее, а эта идея почему-то у нас переросла совсем в другую. Иными словами, по мнению Куликова, ТГРК не может продавать уголь по заниженной цене индивидуальным предпринимателям. Склады должны документально подтвердить свой статус социально направленных организаций. Их список четко прописан в постановлении правительства. Для урегулирования вопроса представителям складов был дан почти год, но эта процедура с их стороны не была выполнена. Профильное министерство и правительство в лице Александра Брокерта предлагает выйти из ситуации следующим образом. То есть мы предложили разные варианты, работа по агентским договорам, предложили работать угольным площадкам, как и в текущем году, как физическим лицам, чтобы они покупали, привозили уголь, продавали на своих площадках с установленной наценкой. То есть, но, к сожалению, мы не нашли взаимопонимания. 2 раза мы встречались в Москве, то есть были какие-то обещания, но они ни к чему не привели. Также Александр Брокерт заявил, что нужный статус угольным складам будет предоставлен. Необходимо просто время. Но представители угольной промышленности не верят данным обещаниям. Из-за отказа со стороны ТГРК снижать цены на твердое топливо власти в ближайшее время обратятся в прокуратуру и управление антимонопольной службы. Да, мы, конечно, надеемся на честное разбирательство, потому что ТГРК ориентирована, социально ориентирована только работать по правилам, по закону. Нарушать мы ничего не собираемся. И то, что сейчас происходит, мы действительно работаем в рамках того постановления, соглашения, распоряжения, не отступая ни на шаг, потому что мы понимаем, для чего оно создано, мы понимаем, как оно должно работать и какую ответственность в этом несет ТГРК. Результат этих переговоров таков. Если вы хотите купить уголь по сниженной цене 2220 рублей, необходимо ехать в ТГРК, либо на склад ГУП ТСП. Он единственный пока предоставил необходимый пакет документов горнорудной компании. Ну а для всех остальных складов, а их около 30, отпускная цена будет 2900 рублей. С учетом наценки и доставки тонна угля обойдется жителям Тывы в сумму около 3500. Также остается неясным, кто контролирует процедуру наценки и продажи угля со складов. Какое решение примет прокуратура, а потом и суд, покажет время, которого до наступления зимы остается все меньше. Александр Петрушин, Культыгина Шина, 108 канал.